обсудили расчеловечивание, обсудили надругательство и над образами, значит, традиционной религии. И надо понимать, что тренд на расчеловечивание, он многолик. И ортофобия является его, словно, стержнем. И это, надо сказать, вот нам, советским людям и потомкам советских людей, важно понимать, что сделал период Хрущева, хрущебесия, как была извращена суть советского государства. То есть, если в ходе Великой Отечественной войны и все послевоенные годы произошел разворот советского государства под руководством Иосифа Виссарионовича Сталина лицом к традиционным религиям, и, кстати, что немаловажно, тоже это надо осмыслить и в чисто практических демографических аспектах, и в духовном философском плане было введено раздельное обучение мальчиков и девочек. Там выросло именно то поколение, которое дало возможность Советскому Союзу в демографическом плане поднять голову над водой после страшных потерь Великой Отечественной войны. А Хрущебес как раз таки развернул дышло на 180 градусов и начал войну против традиционных религий как таковых и против верующих советских людей. И за 7 лет нанес страшный ущерб всем традиционным религиям, а собственно массе советских людей. Но что важно понять, облик доброго дедушки Хрущева со странностями его подняло на щит либерасня, которые были халуями Хрущева. А между тем дикие преследования людей именно за веру, не людей, которые боролись против советской власти или что. Это производил Хрущев. Казалось бы, это не очень соответствует традиционному понятию либерализма, такому, как его понимали якобы лет 40-50 назад, да? Но дело в том, что либерасня, она ортофобская, по сути своей, по нутру. И именно вот эта ортофобия хрущевизма, она тоже гладила маслом по извращенному сердцу либерастов и его халуев из числа либерасни, из которых потом вышли диссиденты, антисоветчики и все вот это кубло. То есть общий вот этот знаменатель антидуховности, он воедино соединяет и ортофобию, и антисоветизм, и русофобию нынешнюю. Важно помнить, что в советском государстве, которое победило нацистскую Германию, были вне закона внутриутробное убийство и мужеложество. Есть безусловный общий знаменатель их всех. И вот в плане этого общего знаменателя советское государство как раз было на высоте. И именно против этого общего знаменателя направлено все чаяния либерасни со времен хрущебесия и до наших дней уже откровенного расчеловечивания. А понятно, что вся эта линия на ортофобию, то есть на профанацию, на обесценивание, на атаку на традиционные ценности, на традиционные религии, она многолика. И вот, например, мы видим по каналу ОНТ очередной пиар вакцинации от гриппа. А у всех у нас свежо не то слово картины коронаистерии и навязывания противозаконной и внезаконной, но имевшей место по всевозможным ведомствам и линиям власти у нас в республике, в том числе вакцинации. А препараты, которые были в ходу в западном мире, были еще намного более вредоносны, хотя не менее бесполезны. И среди здравомыслящих людей всей палитры личного отношения к религии. От убежденных атеистов, неверующие и маловерующие, и верующие, и воцерковленные люди, или практикующие иудеи. Были здравомыслящие люди, которые интересовались научным контекстом этой самой вакцинации или псевдовакцинации, собирали данные о побочных явлениях, слушали серьезнейших ученых на эту тему. И вот мы слышим по ОНТ, что, оказывается, есть позиция,
которая вне науки и времени. Позиция возражений против вакцинации, той или иной. Той или иной. И вот на заднем плане возникает картина, которая мила и дорого каждому, кто родился и вырос в Минске, были башни Епархиального собора. И вот возникают эти башни, а вот где угнездились, значит, те, кто вне времени и науки. И дальше, значит, нам пробегают кадры на экране крупным планом. Иконы, картины, значит, православные, из православного храма, иконы, картины святых. Вот, оказывается, где угнездились те, кто против науки и времени. Ну и дальше достают какого-то батюшку, да, батюшка все толково говорит, что церковь не запрещает вакцинацию. Ну, очень верно. Но вот этот застрел, люди вне времени и науки, картины Епархиального собора нашего Минского, картины православных икон, тут двойная атака. И на здравомыслие, и на верующих людей. Потому что те, кто возражают против вакцинации, не потому что они реальные верующие иудеи, или потому что они воцерковленные православные. Вовсе нет. Потому что они в одном ряду со здравомыслящими всей палитры личного отношения к религии ознакомились с соответствующими данными, и они зажгли у них красную лампочку. Как и у нашего президента, отношение которого к коронаистерии и принудительной вакцинации и эффективности ношения лицевых памперсов общеизвестно, то есть дефамация здравомыслия, в качестве чего? В качестве ответвления религиозной веры. Вот это одно из проявлений ортофобии на нашей померкованной белорусской почве. Потому что действительно у всех здравомыслящих верующих людей в мире, тем более в Великой России у православных верующих, представление Белоруссии как зеленый остров свободы, где есть свобода веры, свобода совести, свобода слова реальная, где мы не должны называть проституток женщинами секс-бизнеса, несчастных, страдающих людей, да, наркоманов, называть потребителями инъекционных препаратов, а мужеложцев называть мужчинами, практикующими секс с мужчинами, что является нонсенсом. Секс — это, значит, дихотомное деление людей. Да? Мужчины и женщины — это секс, секция. Вот. И неприятно, когда на нашем зеленом острове свободы совести, звучит вот такая дефамация традиционной религиозной веры. Мы будем возвращаться к теме антидуховности и ортофобии не раз и не два, с Божьей помощью. И отдельно, я думаю, надо будет нам осветить и это интереснейшее духовное явление, духовное осмысление послевоенного периода Советского Союза. Отбросив оковы хрущебесия и фальсификации фактов, оценить духовное состояние советского народа, возрождение православной церкви, восстановление иудейских общин, расцвет иудейской религиозной жизни в Москве в послевоенные годы и, собственно, разворот в годы хрущебесия от всего этого наряду с экономическим коллапсом и демонтажом той модели стройной и цельной советского государства, которая была сформирована Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Полностью согласен. Божьей помощью продолжим. До новых встреч. До новых встреч, товарищи!